Друзья, добрый вечер, Сердик Хелшин. Это тот же день. Ролик у меня грузится. Только что прополола грядку свою после того, как приехали гости. Не грядку, все время грядку. Палисадник с цветочками. Прополола, убрала все лишнее тут. Хотела сейчас полить. Вода очень плохо течет. И подкормить свои розы. Но посмотрите, какие тучи. Какие тучи к нам приближаются, как бы не было града. Это что-то, друзья. Страшная туча, конечно, черная, белая, все какое-то матовое, непонятное. И ветер поднимается. Не знаю, может, ветер пронесет эту тучу. Хотелось бы, чтобы пронесло. Скорее всего, у нас и свет сейчас выключат. Так что посмотрим, друзья, что будет, что выйдет из этой огромной тучи. Ну вот, друзья, дождь полил, вернее, не дождь, а ливень. Но хорошо, града нет. Альхамдулилlah, слава Всевышнему. Может, пронесет, не будет града. Но ливень сильный. Это еще сейчас утихло. И как хорошо, что я успела всех своих цыплят завести. Не попали они у меня под дождь. Единственное, телята еще на улице, но с ними ничего не случится. Будем надеяться, что мы обойдемся просто дождем. Друзья, дождь прошел, как будто бы его и не было. Солнышко. Но все равно там еще тучи. Говорят, был в Назране град, хоть у нас и не было. Цене моя легла. И, друзья, не знаю, почему-то как все время, как сажаю эти гладиолусы, ну, эти любые гладиолусы, они у меня поворачиваются вот на ту сторону. Они не лицом ко мне цветут, а вот именно вот так вот. Я не знаю, что это такое. Посмотрите, какой гладиолус красивый. Но он у меня цветет в эту сторону. Я не пойму, что это такое. Может быть, синий еще встанет, от тяжести упала. Птички поют, свежо. Небо прояснилось. Все хорошо, друзья. Мои дорогие, доброе утро. Сердик Хелшин. Так, вчерашний ливень, но уже не так сыро. Я, правда, в сапожках. Утром опрыскивала от сорняка тут. Вон, по тому месту хорошенечко. Сейчас смотрю, огурцы вчера мне нужно было собрать, конечно, огурцы. Огурцы уже большие. Как видите, вот несколько нарвала штук. Сейчас быстро соберу огурчики. Хотела пройтись триходермом, но вряд ли успею, потому что уже солнышко, тепло. Не знаю, посмотрим. До вечера тоже не хочется тянуть, потому что был дождь, хоть хочется быстрее опрыскивать их. Но прежде нужно собрать огурчики, потому что их уже, как я вижу, много. И перед опрыскиванием их, конечно, лучше собрать. Ну, вот так, друзья. Так, друзья, ну вот. Пока собрала 2 ведра, видите, переростков много. Но, если честно, опоздала на 2 дня. Собирать надо было еще позавчера. Думала, вчера хотя бы соберу. Но из-за ливня не получилось. Вот так вот, друзья. Ой, ну еще надо 1, 2, 3, 4 ряда еще надо собрать. Не знаю, сколько будет. Ну, маленькие я, наверное, в баночку быстро посолю, а большие сделаю малосольными. Вот, друзья, еще 2 ведра собрала. Конечно, переростки.
Ну, это моя вина. Так. Ай. Эти два ряда не очень важные. Но это совсем другой сорт. Вы знаете, у нас, по-моему, лучше феникса ничего не растет из огурцов. А другие сорта я и раньше пробовала сажать. Но к нашей погоде, по-моему, лучше всего приспособлен феникс. Ой, нагнулась, устала. Так, ну еще вот эти вот. Накидала я их. Все. Огурчики собраны. Не знаю, опрыскивать нет. И смотрите, алыча у меня зреет. Почти созрела. Вкусненькая. Желтенькая. Не знаю, годится для ткемали или нет. Я никогда не делала ткемали, но в этом году что-то хочу сделать. Посмотрим. Так, девочки, скажите мне, годится это алыча для ткемали? Так, друзья, ну, после огорода немножко отдохнула и решила все-таки на кухне, что же надо убраться. И решила помыть свою газовую плиту. Но ничего вот это вот не отмывает. Так, тянет. Вот. Ну, сейчас не очень заметно в телефоне. Но вот это вот место, когда включается духовка, сейчас еще ничего немножко отмылось. Она прямо вот горит, и ничем я не могу ее отмыть. И азелитом пробовала, и комет, и белизну, и это средство какое-то купила. Ну, до конца нет. Видимо, все-таки краска прожглась, скорее всего. Почему такая тень сильная? Видите, вот. Не знаю, может, кто-то знает. Мне кто-то говорил что-то, но я не запомнила. Может, есть что-то, что вот может это дело мне убрать, как бы. Вот. Просто уже затевается уже генеральная. Тут мне надо стену с этой стороны ободрать. Тоже хотела плиту хорошенечко почистить, да вытащить отсюда. Будем все эти стены. Сегодня сказал сын, чтобы звездку снять с нее. Не звездка, а тут это эмульсия. Нужно эмульсию снять. Вот это все вот снять, ободрать. Он будет штукатурить, шпаклевать. Не знаю, что он там будет делать. Но вот захотелось мне вот это вот, по-моему, сейчас немножко видно, что вот видите. Сейчас еще не так. Как только включу духовку, она прямо горит. Видимо, или некачественная мне попалась газовая плита, или что, я не знаю. Так, покажу вам, какой густоты получилось варенье. Ой, варенье повидло. Так, я его варила 2 раза. Ну, по 15-20 минут, наверное. В принципе, его уже можно больше и не варить. Ну, я сейчас поставлю на огонь, потому что я всегда повидло, варенье заливаю в горячем виде, прямо в кипящем виде. Поэтому сейчас поставлю, минут 5 оно у меня поварится. За это время я помою банки. И как бы потом будем его заливать. Так, ну вот, друзья, если честно, я отдохнула. Я читала комментарии, хотя не отвечала. Простите, что не отвечала, потому что прилегла. Некоторые прочитала, читаю, и я заснула. Некоторые мне пишут, что ну, трудяшка, что ты много работаешь, не отдыхаешь. Иногда даже некоторые не верят, что я в принципе отдыхаю. Нет, друзья, я отдыхаю, потому что раньше, да, я вам скажу, что раньше я очень мало отдыхала. Но сейчас все-таки не могу, потому что уже, наверное, и возраст не позволяет. Как только зашла с огорода, легла, отдохнула, заснула даже. Где-то 1,5 часа, по-моему, пролежала. А даже, видите, посуду помыла только сейчас. Не помыла утреннюю нашу посуду, потому что устала. Все-таки этот опрыскиватель лучше было бы, если бы он был как-то такой переносной. Не ранец, а переносной, чтобы его ставить и опрыскивать. Потому что тяжелый все-таки на спине его. Я сегодня, наверное, сколько я вам скажу, 2 во дворе, полных по 16 литров, и 3 в огороде, 5 канистров. И 2 по огурцам я успела пройтись. Вот 7 этих 16-литровых ранца я сегодня на себе понатаскала. Потом нарвала, как видели, 4 ведра огурцов. Все-таки устала и просто быстренько собрала посуду, да и прилегла.
отдохнула, как я сказала, поспала. Да, друзья, я отдыхаю, не думайте, что это так. И я не думаю, что вы мне пишете, трудяшка, много работаете. Неужели, мне кажется, все так работают, кто живет на селе, у кого хозяйство, у кого огромная большая семья. По-моему, все это делают так. Но все равно вам большое спасибо, что вы обо мне так отзываетесь, что вам нравится, что я делаю, что вам нравится, что я показываю, что, в принципе, меня никто не осуждает, наоборот, как бы поддерживают и хвалят. Ну, в принципе, любому человеку нравится, когда его хвалят. Будь он маленьким, будь он взрослым, будь он пожилым, никому еще не нравилось, что его хвалят. Большое вам спасибо. Огромное вам спасибо. И вот теперь я уже отдохнувшая, но уже поработавшая, и после отдыха просто не стала включать камеру. Был здесь, конечно, бардачок, но я все равно так прибрала, вдруг еще кто-то придет, посуду собрала в раковине, все здесь прибрала и легла. Но потом убрала всю посуду, принесла банки, замочила для повидла. Ну, как видно, их будет слишком много, наверное, но ничего, пусть будут стоять такие помытые как бы. И хотелось пропустить молоко через сепаратор. Представляете, вчера же я вам говорила, то утром у нас выключали свет, то к вечеру выключали свет. В итоге так получилось, что у меня больше 2 ведер молоко прокисло. Хотела просепарировать. Вчера вечернее и сегодня утреннее нет. А вот то, что было раньше у меня, это уже прокисло. Еще не настолько, чтобы сделать творог, но я его вытащила, поставила дальше, чтобы оно прокисло. Будем делать жирный творог, что поделать. Перепады, вот эти вот у нас постоянные отключения света, мне, если честно, надоело уже. Но у нас такой трансформатор, говорят, он просто автоматически отключается там, при ветре, при дожде, не знаю при чем. И вот такие вот дела, друзья. Значит, что дальше? Будем делать сыр. Сейчас я прокипячу, залью это повидло. И огурцы еще не перебрала, если честно, надо перебрать огурцы. Видите, вы говорите, что я трудяшка, что я умница, что я хорошо все делаю. Нет. Представляете, насколько у меня переросли огурцы. Все-таки не так уж успеваю, как раньше. И как-то вот, отвечая и на комментарии, и на... Не то, что отвечая, но я не ответила на последние комментарии, но некоторые ответила. Ну, я же вам сказала, что мне в личку много пишут, и поэтому и пишут, и общаемся мы. И я говорю в личку, я говорю, видите, я говорю, ну и сама по себе рассуждала, почему-то я раньше же успевала и там, и ничего, и вроде бы не уставала, а теперь не успеваю и устаю, почему же и с чем же это связано. А потом все это проанализировав, поняла, во-первых, я была моложе, конечно, энергии было больше, во-вторых, у меня были помощники по-любому. Потому что 4 года только замужем, вторая дочь, нет же, и дочь мне помогала дома. Потом старшая дочь была какое-то время дома, когда она была разведена, она мне чем-то помогала. Но и до этого, совсем раньше, перед тем, как мама уехала к сыну, у меня мама была большая помощница, она вместе со мной пропалывала, она вместе со мной собирала, она торговала. И когда я не успевала, доила корову. Когда я не успевала, делала творог. Мама была у меня огромной помощницей, такой прям большой помощницей и мотиватором по хозяйству и по делу. Потому что действительно у мамы было столько энергии, намного больше, чем у меня в то время. Мы как-то вот с ней, когда сажали здесь огурцы, 50 соток, это все-таки полгектара, пропалывать-то надо. И мы вместе полем с ней. И я, наверное, вот пока один ряд прополю, 50 метров длиной у нас ряд, раза 2, наверное, отдыхаю. А мама как начала и до конца доходила. У меня поясница болела сильно. Я говорю, а маме тогда, вот, ну посчитайте, сколько ей было. Ну, 10 лет тому назад, 70, за 70 лет ей, представляете? Я говорю, мама, у тебя поясница не болит, что ли? Нет. И представляете, у нее не болела поясница. А у меня болела. Я вот метра 2-3 пройду, мне надо было остановиться, передохнуть. Не пройду, а пропалю.
А мне тогда было, посчитайте, 44 года. Вот представляете, вот настолько у мамы намного больше здоровья и энергии было в то время. Да и сейчас, в принципе, конечно, этот ковид ее немножко уломал все-таки, но тем не менее, машаллах, говорят, нельзя плеваться. Машаллах, она энергичная. Мы сегодня с одной подписчицей переписывались, она про свою маму говорит. Ну, был какой-то период, действительно, это, оказывается, был ковидный период, что она отказывалась кушать, и после ковида немножко это было. Сейчас, алхамдулилlah, мама кушает. Единственное, что, да, какие-то вот у нее предпочтения поменялись с возрастом. Не ест картошку, не ест то мясо, что она раньше ела. В принципе, и не очень-то уважает уже мясо, не очень хочет его, но за счет того, что я все-таки говорю, что нужно, она это делает. И вы знаете, принимает таблетки вовремя. Вот есть такие таблетки, которые я ей сама каждый раз даю, утренние и вечерние. А есть такие таблетки, которые ей нужно принимать до еды, например. Ну, она принимает сильные сердечные таблетки. Их без таблеток для желудка нельзя принимать. Вот она принимает какой-то, я не помню, какой-то препарат, но тоже дорогой, он за 1000 рублей стоит. Препараты очень дорогие, если честно, маме препараты обходятся в месяц 10 тысяч рублей, 10 700, что ли, такая вот разница. Все препараты, которые она принимает. Но, алхамдулилlah, они ей помогают, нам не жалко. У нее своя пенсия, у нее хорошая пенсия, она от нас не зависит. Все, что ей надо, ей хватает на свою пенсию и на таблетки, и на все-все-все. В действительности, единственное, что просто мы участвуем в ее жизни, а так она, наоборот, нам помогает. И помогала все время. Все время она мне помогала, как, в принципе, и до того, как умер муж, она мне помогала. Потому что я была, в принципе, ее любимицей всегда, это все знают. Ну, нет, и ревновали, потому что меня любили больше. Ну, не знаю, может быть, из-за того, что я младшенькая была. Мама предпочтение давала мне. Вот такие вот дела. Видите, хоть и начала с одного, закончила другим. Вот так вот, друзья. Ну, давайте дальше работать как бы. Время. Нужно уже много делов тоже сделать. И сегодня, как я сказала, мне нужно ободрать, не мне, а Дивера оставили дома с работы, мальчики, чтобы ободрать эту стену. Нужно именно краску ободрать. Он хочет, где нужно подштукатурить, не знаю, где. Ну, скорее всего, не штукатурить будет, а этим что это такое. Но я не разбираюсь в этих вещах. Я полный профан в этом деле, не могу даже маленькую дырочку залатать, чтобы ее не было видно. Он эти, маяки сорвал. Вчера вот видно было, когда я показывала, тоже уже там, видите, надо будет еще подделывать. Я говорю, ты это нормально замажешь, чтобы не было видно? Он говорит, конечно, замажу. Я говорю, если бы я замазала, это была бы огромная полоса, вот такая вот, прям бугорчатая. Не умею этого делать, никогда не умела. Покрасить, да. Но чтобы там подштукатурить или подлатать что-то, это не мое, короче говоря. Я в этом действительно полный профан. Ну все, болтовня, конечно, это мое, вы меня извините. Я люблю поболтать как бы, да. Но пошли работать. Сейчас будем делать сыр. Сначала, ну, обычно говорят не делать, а варить сыр, да. Я молоко подогрела. Теперь налью этот сырчужный фермент. Ложки хватит, потому что кастрюля не полная. Так, многим бывает интересно, что же это за сырчужный фермент. Я обычно с порошковым пепсином пользовалась, но вот мне прислала дочка, это все время покупает, присылает. Так. Где камера? А, вот. Не фокусируется что-то. Что это такое? А вот, по-моему, да. Вот. Вот такой вот. У них там в селе в магазине. Я когда-то видела в Назране, у нас тоже. Но вот не знаю. Вот такой вот фермент добавляется. Вот молоко мое согрелось, я налила. Теперь я перемешаю. И все-таки я не смогла, еще раз скажу, очистить эту плиту. Очень бы хотелось, но краска, видимо, сгорела. Не знаю.
она нервирует меня, что-то, что она не очищается и такая вот, как бы, горелая. Все. Теперь это оставим. И пока будет стоять и, ну, пока будет сгусток, я займусь повидлом, как бы поставлю сразу его варить и буду мыть банки. Так, повидло я вам показала, что в принципе оно... Так, ну вот, друзья, видите, повидло у меня закипело, и чуть-чуть, минутку бы, и я бы его как бы потеряла, потому что быстро пригорает. Быстро, так что, друзья, кто не варил повидло из абрикос, очень часто нужно мешать, очень часто. Все, оно уже почти закипает. Сейчас я обдам кипятком просто банки и крышки. Налью сюда кипяток, накрою крышками и буквально там 2 минуты, 3 минуты и все. Так, смотрите, значит, сыр тоже у меня уже сгусток хорошенечко получился. Сейчас я его просто так разломаю этой шумовкой как бы. И все. И все у нас нормально. Так, хотела я сюда же включить съемку, как я начинала это повидло, потому что повидло у меня уже 3-й день, никак его не доделаю. Ну, просто скажу, лучше не буду позавчерашнюю съемку сюда подключать. Я позавчера прокрутила через мясорубку и добавила сахар. Тут у меня было 5 килограмм абрикос, 3 килограмма сахара. Ну, даже можно было бы, наверное, и в принципе 2-2,5, мне кажется, потому что очень сладкое получилось. Просто абрикосы были сладкие. Поварила в тот день 15 минут. Вчера поварила минут 15-20, но на сильном огне. Поэтому выпарилось, и мне кажется, поэтому оно густое, прям хорошенькое получается. Но сейчас вот оно только закипело, минут 5, наверное, пусть тоже покипит, немножко выкипит. Все-таки, мне кажется, повидло, чем гуще, тем оно и лучше. Тем более, если его в пироги. И сегодня я утром делала детям, мальчикам своим, пышки пустые, наши пустышки. И вы знаете, с этим повидлом даже заворачивать не надо, пирожки делать не надо. Они, макая в это повидло, за милые души поели пышки и пошли на работу. Вот так, друзья, видите, я налила кипяток, положила крышки на них, и уже вот они в своем паре. Там, если есть какой-то микробик, наверное, мне кажется, умрет как бы. Так, если что, друзья, сейчас я вам покажу поближе сычужный фермент, который я употребляю, когда я варю сыр. Вот он. Видите? У нас в магазинах я его не нашла, но вот у дочки старшей, там у них в селе он есть. Так, ну вот, друзья, я закончила. Значит, у меня получилось 8 банок 700 граммовых и вот такая половина 700. Сыр, значит, я переложила. Теперь посолю, пока немножко сыворотка стечет, потом переверну и тоже посолю. Вот так вот, друзья. Банки я еще не закатала. Сейчас будем закатывать с вами баночки. Вот так вот проходит мой день. Не весь день с вами, конечно, но какая-то часть все равно я провожу с вами. И мне очень даже интересно. Я ловлю себя на мысли, что мне интересно рассказывать, что я делаю. Не знаю почему, какая-то странность у меня такая, что я уже привыкла к тому, что вот действительно хочу показать, а вот что я сегодня сделала, как бы. Не обязательно учить, не обязательно чему-то. Я не думаю, что я кого-то чему-то учу, но вот показываю свой день как-то. Ну, просто мне интересно с вами. Спасибо вам большое, друзья. Так, ладно, не буду вас беспокоить.
Ну вот, мои хорошие, банки закатала. Теперь сыр переверну, посолю. Ну и на этом все, наверное, сегодня. Казаться может, что много соли, немного, друзья. В принципе, сыр забирает только ту соль, которая ему нужна. Ну все. Как бы на сегодня, друзья, сегодняшний влог я свой закончу, потому что его нужно еще монтировать. А дальше, может быть, и поснимаю вам дальше, что я делала, что я не делала, а что буду делать. Так что, друзья, вот как-то так у нас сегодня. Всех благ вам, мира и благоденствия.